Уважаемые коллеги, мы очень рады вас приветствовать в Институте развития образования на работе Республиканского методического объединения учителей биологии. В этом году мы создали Республиканские методические объединения по учебным предметам. Действительно, на Республиканские методические объединения возложена очень серьезная задача. Это очень профессионально, разобраться, наверное, по различным вопросам содержания, обновления содержания учебных предметов. Поэтому мы надеемся, что Республиканское методическое объединение учителей биологии очень активно будет вести свою работу и, соответственно, выполнять свои задачи. Ну, а я представляю вам руководителя Республиканского методического объединения учителей биологии, это Акулова Любовь Ивановна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде чем начать наше установочное совещание, мне бы хотелось представиться. Я Акулова Любовь Ивановна, кандидат биологических наук, зав. Кафедры естественно-научного образования Института естественных наук. Ну и рядом с нами находится в аудитории Скротский Болеслав Владимирович, он сам представится. Кандидат биологических наук, учитель биологии и химии, гимназии искусств при Республике Казань. Также вместе с нами присутствует Лоханова Людмила Александровна, учитель биологии Витебской средней школы номер 2. И также с нами присутствует Бухаева Наталья Витальевна, учитель биологии Зеленецкой средней общеобразовательной школы. В общем, мы присутствуем в этой аудитории. Мы начинаем установочное совещание по организации деятельности РМО, учителей биологии. Мы работаем в режиме видеоконференции, и нам бы очень хотелось, чтобы вы откликнулись, кто нас видит, кто нас слышит, чтобы задавали нам вопросы. В настоящее время мы живем, конечно, в эпоху перемен. Как знаете, жить в эпоху перемен – это самое сложное время. И как вот приехала бывшая наша научный проректор по науке Сергиева, она сказала, что президент дал поручение о постоянных обновлениях программ содержания нашего образования. Ну а кому придется заниматься обновлением? Конечно, нам, кто занимается преподаванием, кто занимается разработкой всех программ. Очень хорошо, что в настоящее время на региональном уровне созданы вот такие региональные объединения по предметам. Ну и, конечно, нам придется работать вот над созданием вот этих новых образований, новых каких-то положений. Вот как-то можно включить слайдики? Вот. Сейчас вот нам помогут включить слайдик, и мы начнем дальше работать. А остальное я буду сама, наверное, да? Как-то вот. Угу. Так, ну и... Ага. Отобидно? Угу. Ну, просто вот как-то я первый раз, я, конечно, извиняюсь. Так, на первый там. Угу. Ну, как было сказано, что мы работаем над обновлением содержания образования. И, конечно, ключевыми обновлениями являются новые концепции. А концепции, они, конечно, и федерального уровня, и регионального уровня, и, конечно, профессиональные экспертизы. И, конечно, ключевые элементы обновления связаны как с требованиями к результатам ФГОС, к примерным и основным образовательным программам, контрольно-измерительным материалам. Ну и, конечно же, большое внимание, мне кажется, и я думаю, со мной согласятся присутствующие в этом зале, что нужно большое внимание уделить учебникам и учебно-методическим пособиям. Механизмы... Так, мне можно вот так, да? Еще так. Ну, механизмы обновления содержания, они, как вы видите на слайде, подчиняются самым различным уровням. Это и федеральный уровень, региональный, и муниципальный. И самое главное, обратите внимание, что
в механизм обновления включаются и представители работодателей. Даже когда мы работаем со студентами, когда мы ведем не только со школьниками, но самым главным таким условием обучения студентов в педработе, что в осуществлении АПОП, то есть основной образовательной программы, должны обязательно участвовать работодатели. Работодателями для наших студентов являются и директора школы, и работники КРИРО. В общем, самое главное нам найти место в этом механизме, то есть именно республиканскому методу объединения найти место вот в этом механизме обновления. Ну и концепции преподавания. Как нам было сказано, что в настоящее время реализуются две концепции преподавания учебных предметов. Это математика, русский язык и литература. История России еще не имеет статуса, но вот-вот она его получит. Разработаны проекты преподавания по технологии, географии, обществознанию, физической культуре. Разрабатываются проекты вот по иностранному языку, физике, химии, биологии, астрономии, ОБЖ. Ну и как нам было сказано, что министерство обещает, что проекты к концу года будут утверждены и начнут реализоваться. Ну и, конечно, в реализации этих придется работать и нам с вами. Ну и посмотрите, как же должно работать наше объединение. По системе коммуникации она включает и федеральный уровень, который должна курировать эти принятые концепции и, самое главное, дорожные карты, если они есть, и, самое главное, реализацию этих дорожных карт. Региональный уровень, они тоже связаны с дорожными картами. И, конечно, и локальный уровень – это информация о выполнении поставленных задач. Я знаю, что пока дорожные карты по биологии еще не приняты, но как только они будут приняты, то нам придется уже работать не только с новыми концепциями, но и с дорожными картами. И вот если посмотреть вот на эту схемку, на систему коммуникации, вот такое впечатление, как будто бы вот это винтики вот в каком-то таком механизме, что один винтик тут же затрагивает другой, то есть это все должно работать в единстве. Республиканское методическое объединение учителей биологии, оно было создано приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это общественный совет при министерстве. Основной целью это повышение эффективности работы учителей. Ну и самая главная, наверное, цель вот этого республиканского объединения учителей биологии – это услышать учителя, услышать, понять его, самое главное. Ну и для чего же было создано это объединение? Какие проблемы стоят перед республиканским методом объединения? Ну, во-первых, то, что мы отмечаем неупорядоченность региональных учебно-методических структур, их нормативного обеспечения, организационного сопровождения, отсутствие республиканских дорожных карт. Мы должны, наверное, мы все-таки вот в этом объединении должны быть единым целым. Также проблемой РМО является отсутствие деятельных общественно-профессиональных объединений, учителей-предметников, отсутствие системы поддержки общественно-профессиональных сообществ. Конечно, мы с вами общественная организация. Естественно, мы за это никаких денег получать не будем, и мы не просим этого. Но все-таки нас тоже нужно чем-то поддерживать. Не только ведь там рублем, но какими-то методическими советами. С точки зрения педагогического сообщества, а это как раз вы видите, это как бы перечень больных вопросов. Это дидактическое и методическое сопровождение, которое должно быть готово к адаптации образовательных организаций. Это модель системы оценки достижения планируемых результатов. Это должны быть созданы тимы для тематических зачетов, для диагностики, для промежуточной аттестации. Должны быть созданы какие-то дидактические материалы, типовые задачи. Ведь
Все почему-то думают, что математика это задача, но в биологии тоже огромное количество задач и на различные темы, на различный уровень. Там, когда мне говорят, какие могут быть задачи в биологии, ну как? Огромное количество, там генетические задачи, там даже можно там полигибридные, правда? На биохимию клетку, то есть огромное количество. А иногда вот посмотришь, что в основном-то предлагаются однотипные задачи. Даже мы со студентами иногда пытаемся найти что-то новенькое. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы и мы будем оказывать, и нам. То есть у нас было что-то взаимосвязанное. Ну и, конечно же, с точки зрения педагогического сообщества мы должны учитывать региональные, национальные и этнокультурные особенности нашей республики. Мы все одни это решить не можем. Мы должны это все решить в сообществе с учителями-предметниками. В реализации задач, конечно, большая роль отводится кадрам. И нужно сделать так, чтобы кадры, и именно предметники, учителя по биологии, имели возможность профессионального роста. И должны быть программы очного повышения квалификации, не заочные, там, дистанционные, а чтобы люди приезжали, как раньше было, на повышение квалификации, получали какие-то знания, им была дана возможность узнать что-то новое, новые методы, новые технологии, да и вообще, что нового произошло в биологии. Особенно это важно для преподавателей из глубинки, потому что им очень тяжело выезжать куда-то, и это будет им возможность пообщаться, поговорить, что-то новое узнать, обсудить. Ну и в конечном итоге мы представляем вам на обсуждение положение о республиканском методическом объединении учителей биологии. Конечно, мы его разместим в открытое педобразование, чтобы вы могли его посмотреть. Ну а сейчас несколько остановимся на общих положениях. Ну, положение о республиканском методическом объединении учителей биологии определяет порядок формирования и содержания деятельности РМО учителей биологии. РМО создается с целью активизации деятельности педработников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебного предмета. Это объединение создается на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Республиканское методобъединение является республиканским государственно-общественным объединением в системе общего образования без образования юридического лица. Формирование республиканского методического объединения учителей биологии. Это объединение входит в структуру республиканского учебно-методического объединения. Как я сказала, оно создается Министерством образования. В состав этого объединения входят руководители муниципальных методических объединений учителей биологии. Как мы поняли, у нас их 17. Состав этого объединения на добровольных началах могут входить педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, по роду своей деятельности, связанные с содержанием учебного предмета биология. Задачи, которые ставят перед этим республиканским методобъединением учителей биологии, это определить приоритетные направления развития содержания и методики преподавания учебного предмета в Республике Коми, обеспечение методологического единства содержания, методов и средств обучения в системе непрерывного, многоуровневого образования по учебному предмету биология. Это выявление и внедрение эффективных технологий, методов, средств обучения учебному предмету биология. Выявление положительного опыта использования учебно-методических комплексов, его распространение через публикации, семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, организацию стажировочных площадок.
Одной из задач стоит это организация общественного обсуждения учебно-методических комплексов. Это нужно обсудить и учебные пособия, учебники в печатном, в электронном виде, а также и обсудить электронные приложения к ним. Затем другие учебно-методические материалы в соответствии с целями и задачами учебного предмета. Это организация участия учителей биологии в совершенствовании содержания, форме методов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации. Одной из задач является это содействие, вовлечение педагогов в научную и публикационную деятельность. Это, конечно, достаточно сложно. Мы знаем, что учителя – это загруженные люди, но вот как-то нужно содействовать вовлечению педагогов вот именно в научную эту деятельность. Еще одной из задач – это организация и проведение экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ и проектов, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц. Также за одной из задач является оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей биологии в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения. Ну и, конечно же, мне кажется, я вот уже сколько лет являюсь председателем предметной комиссии практического тура, республиканского тура по биологии, это участие в организации предметных олимпиад по обучающимся. Потому что вот сколько лет смотрю, если первые олимпиады у нас школьники говорили, то сейчас в последнее время сделали так, что они нас только пишут. Пишут, мы их смотрим, мы их проверяем. И если раньше школьники умели очень хорошо работать с микроскопами, прекрасно готовили временные препараты, то в последнее время, конечно, несколько снизилась вот такая работа. Но хотелось бы, чтобы опять это возобновилось. Общие требования к деятельности нашего объединения. РМО осуществляет деятельность по следующим направлениям. Это организационная работа. Наше объединение разрабатывает планы работы на учебный год, на перспективу. Участвует в работе республиканского учебного объединения в соответствии с его планом работы. Взаимодействует с муниципальными объединениями учителей. Организует и координирует сотрудничество с ними. Вносит предложения по механизмам взаимодействия с заинтересованными с физическими и юридическими лицами в рамках выполнения поставленных задач. Одно также из требований – это обеспечение методического сопровождения преподавания учебного предмета биологии. Это участие в создании единого банка методических разработок и в изучении опыта преподавания учебного предмета как в Республике Коми, так и в регионах Российской Федерации. Оказывать методическую помощь педработникам в проведении мероприятий в соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к каким-то датам, памятным датам, событиям. Оказывать помощь или консультировать педработников в рамках научно-методического и учебно-методического сопровождения преподавания биологии. Помогать в разработке рабочих программ курсов неурочной деятельности, дидактических материалов, рабочих тетрадей. В разработке КИМПа для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся. В организации и реализации программ курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения. Также участвует в организации различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конкурсов, мероприятий. Организовывать общественное обсуждение учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебников и других пособий. Организовывать и проводить экспертизу вот этих вышесказанных пособий. Содействие профессиональному развитию педработников. Оказывать помощь руководителям муниципальных и школьных медобъединений. Формировать предложения по оценке профессиональной компетентности педагогических работников.
организовывать научно-исследовательскую, проектную деятельность учителей биологии по проблемам, посвященных вопросам модернизации содержания и методики преподавания учебного предмета биологии. И самое главное, заняться публикацией результатов вот этого исследования, помочь учителям в написании каких-то тезисов, каких-то статей, каких-то пособий, участвовать в разработке и систематическом обновлении материалов, которые размещаются в рамках сопровождения сетевого сообщества на портале «Открытое образование» Республики Коми. В рамках своей деятельности наше объединение имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации распространять информацию о своей деятельности, вносить предложения по вопросам содержания образования, по вопросам кадрового обеспечения, по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, обязательно оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в рамках своей компетенции. В составе РМО при необходимости можно создавать рабочие группы по уровням образования, по каким-то проблемам, по каким-то там еще вопросам. Ну и, конечно, ежегодно мы должны направлять в Республиканское учебное и методическое объединение отчет о своей деятельности за учебный год. Ну и тут же, конечно, откликаться на запросы КРИРО или Министерства образования, давать информацию о своей деятельности. Какие же формы организации мы предполагаем? Ну, во-первых, конечно, деятельность РМО организуется в следующих формах. Ну, это, конечно, заседание. Это, наверное, одно из главных форм такого деятельности. Но это и обязательно с использованием видеоконференций. Это участие представителей в заседаниях муниципальных методических объединений. Это встречи с представителем других РМО и с другими методическими объединениями. Это методические, практикоориентированные семинары, конференции различного уровня. Вот совсем скоро, да, вот, наверное, в понедельник, я думаю, вы знаете, что на базе Института педагогики и психологии состоится как раз конференция по педобразованию. Я думаю, вы это все знаете, вы подали заявку на участие, и думаю, что вы написали статьи туда. Хотелось бы думать, что вы там будете участвовать. Конечно, мы будем проводить различные семинары, конференции, вебинары. Можно проводить вебинары различной тематики. Можно, конечно, видеоконференции, как я уже сказала. Конечно, будем, наверное, приглашать сотрудников Коми-научного центра, потому что все-таки я думаю, что у учителей предметников биологии не так много времени, чтобы узнать, а что же нового открыли в биологии, а какие новые методы, какие новые технологии даже вот используют наши совсем рядом расположенный Коми-научный центр. Я думаю, они с удовольствием на это откликнутся. Ну, общие требования к управлению. В состав, конечно, входят председатель, заместитель, секретарь, руководители, вот которые мы сказали, что их 17, да? Ну и, конечно же, это все утверждается приказом Министерства образования. Руководство деятельностью будет осуществляться председателем. Ну, срок полномочий, ну, это можно, конечно, мы все-таки все эти, о чем я говорила, выложим, да, в эту копилочку, там, где вот, как она забыла называется, да, сетевое сообщество, вы еще раз повнимательнее посмотрите, и потом, я думаю, что вы все-таки свои пожелания, какие-то замечания, не может быть, чтобы не было замечаний, мы с удовольствием, вот там, да. Дальше у председателя должен быть заместитель, секретарь. Избираются они из состава членов открытым голосованием. Заседания мы, думаем, будем проводить ну, где-то раза 4 в год. Так, ну, 4 раза. Так, ну и, конечно, там и придется голосовать. Будем голосовать открытым голосованием.
и чтобы прошло голосование, да, 2/3 от присутствующих. То есть должно всегда быть более половины присутствующих. Что еще хотела бы сказать, что заседание утверждает и вносит изменения в организационную структуру. Оно может избирать состав рабочих групп из числа членов, ну и так и из участников на добровольной основе. Может, кто-то захочет, а вот я хочу быть, правда? Бога ради, мы все будем только рады этому, приветствовать. Ну, и, конечно же, какие полномочия есть у председателя. Ну, естественно, он будет осуществлять общее руководство, отчитываться. Заместитель председателя, это приятно, организовать работу по выполнению решения объединения, осуществлять непосредственное оперативное руководство, проводить заседания во время отсутствия председателя, организовывать работу членов, ну а все остальное будет выполнять секретарь. Он будет написанием протокола и все прочее. Можно здесь сразу по ходу вопроса, Ивановна, кто будет из вас? У нас утверждены, коллеги, 2 руководителя. Любовь Ивановна Акулова, которая сейчас ведет это установочное собрание, и Людмила Александровна Лобанова. Вот предлагаю предложение от Института развития образования в качестве председателя РМО оставить Любовь Ивановну Акулову, в качестве заместителя председателя назначить Людмилу Александровну Лобанову. И в качестве секретаря утвердить присутствующую здесь учителя Зеленецкой школы, изъявившую желание участвовать в работе Республиканского методического объединения Виталий. Ну и думаю, что нам большую помощь всегда будет оказывать единственный присутствующий мужчина Борислав Владимирович. С точки зрения и научного сопровождения деятельности Республиканского методического объединения и, конечно, консультирования. Потому что он все-таки и много лет уже работает при предметниках, тем более уже и химию. Так что я думаю, мы будем рассчитывать на вашу помощь. Конечно, я думаю, большая помощь будет им оказана. Итак, коллеги, если вы за данный состав ключевых позиций членов Республиканского методического объединения, я прошу вас в чате это отразить. Дальше члены совета, состав совета Республиканского методического объединения будет вывешен на сайте сетевого сообщества учителей биологии, точно так же, как положение, проект положения и план заседаний. Я думаю, голосование по этим документам, по этим 3 позициям будет осуществлено в чате уже непосредственно сетевого сообщества. Ну и мне хотелось бы еще план заседаний республиканская на 17-18 год. Ну, сегодняшняя тема заседания – это установочное заседание. Это, вы видите, вопросы, это приоритетное направление задачи РМО, это выбор совета и представление проекта научно обоснованной концепции модернизации содержания. И я думаю, мы тоже вывесим, да, в эту проект научно обоснованной концепции. Эльвира Михайловна, да, чтобы они посмотрели, потому что это 100 с лишним страниц, чтобы они его изучили. Не нужно сразу пугать наших учителей. Это 14-й шрифт через полуторный интервал, но проект научно обоснованной концепции модернизации содержания и технологии преподавания предмета биология. Учителя должны знать содержание и структуру этого документа, поскольку он будет являться основополагающим, определяющим содержание предмета на следующий период работы и ведения новых государственных образовательных стандартов. Поэтому с этой концепцией, как с будущим документом, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации, нужно быть обязательно знакомым для того, чтобы знать, к чему двигается к чему дальше будет, в какую сторону, в каких направлениях будет развиваться этот предмет. Тема 2-го заседания мы как-то еще немножко не обозначили название, но мы надеемся, может, вы что-то подскажете. Это новые подходы в технологии в преподавании учебного предмета. Это презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения учебному предмету. Я думаю, что мы это назначим где-то на декабрь. Будем, что это будет. Затем
Следующая тема – это концепция биологического образования. Это будут представлены результаты анализа содержания вот различных УМК по биологии. Это обсуждение основных направлений дорожной карты предметной концепции в Республике Коми. Мы надеемся, что к февралю, а это мы надеемся, что тема вот это как раз заседание будет в феврале, что это все уже будет все утрясено, все разработано, и что мы с этим уже познакомимся, и потом уже как раз будем заниматься обсуждением. Любовь Ивановна, здесь хочу вас предупредить, что именно участники Республиканского методического объединения учителей биологии будут участвовать в разработке дорожной карты реализации этой концепции на территории Республики Коми. Опираясь на дорожную карту, разработанную в Российской Федерации по реализации этой концепции, то есть мы идем по аналогии с теми концепциями, которые утверждены, преподавание русского языка, литературы и математического образования и введение историко-культурного стандарта. Вот вся такая же система работы будет построена по всем остальным предметам, включая биологию. Ну и еще у нас бы, конечно, хотелось бы остановиться на повышении квалификации педкадров. Это новые формы повышения квалификации учителей биологии. Ну и второе – это научно-методические, учебно-методические разработки инновационных программ и проектов в биологии. Здесь мы надеемся увидеть новые новинки, опыт самих педагогов, самих учителей. Хотим сразу предупредить, что Республиканское методическое объединение очень хорошая площадка для представления своего опыта и, соответственно, сетевое сообщество, как заочное представление своего опыта, которое необходимо большинству учителей для того, чтобы пройти успешно аттестационные процедуры на квалификационную категорию, либо получить экспертную, профессиональную оценку своего опыта именно от коллег, учителей предметников. Они, наверное, будут посылать свои материалы вот, прямо на нашу площадку. Здесь да? есть возможность, опять же, мы оговаривали, да, 3 формы очного участия, это если приехать на само заседание, особенно это касается членов Республиканского методического объединения, зарегистрировавшихся в сетевом сообществе, в нем на портале, и приехать очно выступить. Здесь же в этой аудитории, перед видеокамерой. Второй вариант – прислать видеозапись своего выступления, либо урока, либо фрагмента занятия, либо какой-то другой формы обобщения, представления опыта. И опять же, в рамках заседания мы можем включить эту видеозапись, чтобы ее посмотреть. И третья форма – это заочное представление своего материала в качестве публикации в рамках сетевого сообщества. Ну вот, может, у вас какие-то вопросы или что-то, какие-то замечания. И вот, чтобы еще как бы... Сейчас немножко. Коллеги, я хочу показать вот этот портал. Не все учителя, может быть, знают, не все зарегистрировались. Портал «Открытое образование Республики Коми». Вкладка «Педагогам», страничка «Республиканские методические объединения». Вот мы сейчас на этой странице находимся. Здесь те, кто проходил уже регистрацию в рамках Республиканского методического объединения, здесь же на этой странице вы регистрируетесь в ваше муниципальное методическое объединение. Я объясню, зачем нужна регистрация в муниципальное методическое объединение. Здесь идет сверка активности учителей, участие учителей в общественно-профессиональных объединениях и в государственных общественных объединениях. Ниже мы сейчас зайдем на страничку сетевого сообщества учителей биологии. Вы видите, здесь пока только размещены данные одного руководителя, Любовь Ивановны, будут размещены, следовательно, остальные данные секретаря и соруководителя, то есть сопредседателя Республиканского методического объединения. На вкладке «Документы» будут размещены здесь проекты положения, плана заседаний, список руководителей, концепция модернизации содержания образования. В предметно-дискуссионной площадке, вот здесь в чате, после регистрации вы сможете оставить свой комментарий, вопросы. Здесь же будут размещаться руководителем проблемы для подготовки следующего заседания, для того, чтобы вы смогли активно в нем поучаствовать.
полезные ссылки. Мы обязательно размещаем здесь, на этой вкладке, те ссылки на те порталы, на те сайты, которые могут быть полезны учителям биологии. И методическая копилка, вот это вот, собственно, страничка, где будет размещаться передовой, лучший, инновационный опыт, либо тот опыт, который вы хотели бы, на который вы хотели бы получить оценку ваших коллег. Вот, это сетевое сообщество, это, еще раз повторяю, это как бы страничка сетевого сообщества учителей биологии. Очень надеемся, что вы будете активно использовать ее в своей работе. Может, кому-то коллеги что-то хотят добавить? Мы все эти документы утверждаем. Мы проекты берем за основу. За основу. Мы предлагаем проекты, представленные, взять за основу для того, чтобы в последующем можно было обратить, скажем так, после рассмотрения уже вами Какие-то изменения, может, внесенные изменения, какие-то корректировки, ваши предложения и вынести их на утверждение приказа Министерства образования. То есть Республики вот решение совещания учителей утвердить проект положений с размещением его на портале «Открытое образование», утвердить план РМО на 17-18 год и представить его опять же к обсуждению, утвердить совет нашего объединения и предложить к обсуждению план мероприятий. Может, кто-то что-то еще чего-то захочет представить, чтобы добавить. Ну и ждем ваших вопросов. Ваших предложений. Нужны ли профессиональные конкурсы? Обратите внимание, хватает ли, действительно мы обсуждали, поднимали эту проблему на заседаниях других республиканских методических объединений, нужны ли профессиональные конкурсы отдельно для учителей биологии? Вот такой вопрос мы будем запускать скоро в чате для того, чтобы собрать информацию и для того, чтобы эти конкурсы, если мы их будем организовывать, были востребованы. Если они не будут востребованы, значит, мы не будем тратить на это усилия. Сейчас мы хотим предоставить слово Бориславу Владимировичу для того, чтобы он представил проект, в котором участвует сейчас гимназия искусства, который будет очень полезен всем учителям, но в первую очередь мы говорим сейчас про учителей биологии. Сколково, все вы знаете, Сколково разработали достаточно хороший интересный продукт. Под руководством Кондакова, всем вам известно, идеолога ФГОС, кто был на моих лекциях, уже, наверное, хорошо знает этого человека. И вот у них вышел продукт в рамках мобильного электронного образования, проект «Мобильная электронная школа». Как человек, который часто проводил экспертизу, могу сказать, что это очень отличный продукт для учителей биологии. Он составлен четко по ВГОС. Федеральные государственные стандарты мы, может быть, не совсем еще понимаем, что это такое. На самом деле здесь разработан полностью структурированно весь урок от начала до самого конца. То есть накидано материала столько, сколько можно 2 урока проводить. Естественно, у учителя есть своя ложка. Одни могут взять маленькой ложкой, другие могут большой взять. Специалисты, которые у нас уже проводили открытые уроки и в рамках форума, эти специалисты, учителя биологии, очень довольны, потому что это очень сильно облегчает труд педагога. Он может не искать, не тратить время, не подбирать материал. Это очень грамотно, в соответствии с новыми требованиями, подобранный материал. Есть прекрасные вопросы, есть тренажеры. Я думаю, что по возможности и по химии, и по биологии в мае месяце я первые результаты покажу, а вы можете просто набрать «Мобильная электронная школа» в интернете и ознакомиться вот с этой платформой. Есть много разных платформ, мы с ними знакомы, и коллекция, да, информационных ресурсов, очень много их есть, мы всех их знаем, мы часто ими пользуемся, но проблема в том, что эти ресурсы нам приходится, или я, да, эти ресурсы, они не завязаны на программе. Наша же задача эти ресурсы собирать. Иногда, когда вы делаете открытый урок, вам приходится 3-5 дней просто их собирать, сеять, переделывать и так далее. Здесь на высокопрофессиональном уровне сделана вот такая четкая, красивая подборка иллюстраций, видеофрагменты. То есть все очень лаконично, очень четко. Кроме того, там есть отдельный блок, где вы можете направить ребенка для самостоятельной подготовки к
ГИА и ЕГЭ, ОГЭ и ЕГЭ. То есть в данном случае этот ребенок может самостоятельно дома готовиться. Особенно актуально для сельских районов, где нет репетиторов, где нет достаточно большого количества литературы. Вы берете, подключаете. Мы подключились всей школой. С 7 по 11 класс, все классы подключены. Вы можете индивидуально подключиться, и ребенок, имея ресурс интернет, может практически самостоятельно, дистанционно обучаться. Это прекрасный ресурс. Я думаю, что в мае месяце я вам продемонстрирую результаты, а вы можете посмотреть. На следующем ММО сегодня, к сожалению, платформа закрыта по техническим причинам, а на следующем заседании я покажу прямо в реальном времени, зайду, покажу, как работать с инструментарием. По пожеланию вы выберете урок, потому что вся школьная программа с 1 по 11 класс по всем предметам, кроме там физкультуры, ОБЖ, технологии, вот несколько, и то они в разработке, может они к концу года и появятся. Ну, Поэтому думаю, что в декабре, в декабре, может в декабре, да, не откладывать далеко. Да, зачем? А там тем более у нас Да, тем более у нас. окно, да. Поэтому, если какие-то вопросы, вы пишите председателю, то есть что вы бы хотели увидеть, либо конкретно провести, скажем, 20-минутное погружение совместно с вами, либо просто то есть показать реальный урок, что как ребенок, например, заходит, что он делает, какие доступны ему инструменты, да, ну и, соответственно, вы сразу поймете, какие компетенции он сформирует у себя. Я думаю, что лучшего пока сегодня в Российской Федерации нету, пока нету. И этим нужно пользоваться, причем, скорее всего, через 3-4 года эта вещь будет практически распространена на все школы России. Так что даю такое обязательство. Мы прощаемся с вами, уважаемые коллеги. Надеюсь, вы нас кто-то слышал, кто-то видел. Все не слышали. Посоветуйте остальным коллегам зайти, просмотреть этот ролик, да, и оставить свои комментарии. Да, видеозапись установочного заседания будет доступна в видеозале КРИРО, и также ссылка на него будет размещена вот здесь, появится новость с итогами, с документами и так далее, со ссылкой на видеозапись. Итак, всего вам доброго, всего вам хорошего, ну и самое главное, творческих успехов. Звоните, пишите, мы будем вас рады.